Любовь к родному языку, желание сохранить и развивать его объединили участников конкурса на лучшую журналистскую работу на остинском языке. Лауреатов премии сегодня поздравил председатель правительства Борис Джанаев. Журналисты, которые пишут на осетинском, заслуживают особого уважения. Ваш вклад неоценим. Популяризация осетинского языка и литературы – наш долг и один из приоритетов руководства республики. Благодаря вам можно не сомневаться в том, что наша региональная журналистика сохранит свою национальную идентичность. Удачи в реализации интересных проектов. Итоги конкурса «Осетия. Любовь моя» традиционно подводят в День остинского языка 15 мая. Свои работы представили журналисты радио, телевидения, печатных и интернет-СМИ. В номинации «Материал интернет-изданий» лауреатом премии стала корреспондент 15-го региона Людмила Колеева. На суд конкурсной комиссии она представила цикл интервью. Это программа с Максимом Кожевниковым, за год изучившим азы остинского языка, с Розой Бекоевой, заслуженным деятелем искусства республики, и с этническими остинами, живущими в Турции. Это очень хорошая инициатива и важное решение было, особенно для тех, кто сегодня пишет на своем родном языке. Я года 3 тому назад встала на путь такой, этот, скажем так. Конечно, мой родной язык, он не идеален, он далек от идеала, но я хочу, стараюсь, пишу, делаю программы на моем любимом 15-м регионе, и мне кажется, это очень важно стимулировать тех людей, которые вносят свой неоценимый вклад в развитие нашего остинского языка. Всего на суд конкурсной комиссии представили 56 работ. В этом году ввели специальную номинацию «Мой Коста» в связи со 165-летием со дня рождения Коста Ливановича Хитагурова. Премия «Осетия. Любовь моя» вручается с 2019 года. Эта премия была учреждена правительством по предложению Комитета по печати для того, чтобы активнее мотивировать работать на остинском языке не только журналистов, но и иных специалистов отрасли медиа, редакторов, корректоров, продюсеров и так далее. Изначально премия предполагала 4 номинации, но уже в 2024 году их 5. Это говорит о том, что премия живет, она развивается. Лауреатам премии вручили денежные сертификаты и дипломы. С каждым годом число участников конкурса увеличивается, растет и качество представленных работ, отмечают члены комиссии. Это премия правительства республики, отметим это. Да. И она побудила многих наших коллег действительно создавать очень интересные журналистские материалы на родном языке. С другой стороны, меня радует, что среди участников бывают и молодые журналисты. То есть, когда мы говорим о завтрашнем дне остинской журналистики, мы, конечно же, имеем в виду, что и вот этот конкурс способствует появлению новых имен в нашем профессиональном сообществе. И я уверена, что год от года мы будем получать и большее количество работ, и улучшать их качество. В следующем году границы конкурса станут шире. Принять участие в нем смогут и представители незарегистрированных СМИ. Алина Хасаева, Артур Гаглоев, Вадим Панченко, 15-й регион.